В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первый этап завершен, начался следующий. Центр избирком завершил регистрацию инициативных групп. Диана Пилия избрана 4-м судьей Конституционного суда Абхазии. Репортаж с первого заседания весенней сессии парламента. «Ты супер!» Юная певица из Абхазии принимает участие в популярном вокальном конкурсе на НТВ. Сегодня президент Рауль Хаджиба провел совещание с руководителями и сотрудниками силовых ведомств по вопросу организации работы в период избирательной кампании в Народное собрание Абхазии, сообщает пресс-служба президента. Глава государства дал поручение Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности проводить необходимые действия, направленные на обеспечение общественного порядка, безопасности и законности. Рауль Хаджиба поручил комиссии Генеральной прокуратуры по соблюдению законодательства о выборах депутатов парламента предоставлять ему еженедельные отчеты. Генеральный прокурор Зураб Ачба сообщил, что работа ведомства будет вестись во взаимодействии с МВД. По каждому выявленному случаю нарушений будет дана оценка, отметил генеральный прокурор в ответ на поручение Рауля Хаджиба. Вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кобахи отметил, что его приказом все сотрудники ведомства отозваны из отпуска и находятся на службе. Министерство отслеживает ситуацию и приведет в исполнение необходимые указания для обеспечения порядка в республике. Сегодня, 10 февраля, в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия завершился процесс регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Зарегистрировано 136 инициативных групп и 4 политические партии – Айнар, Амцахара, Народный фронт за справедливость и развитие и Форум народного единства Абхазии. С сегодняшнего дня, с 10 февраля, начался процесс регистрации кандидатов в депутаты, который завершится 2 марта за 10 дней до выборов, а прием документов от инициативных групп заканчивается 20 февраля. Депутаты избрали судью Конституционного суда, приняли законопроект о Красной книге Республики Абхазия, внесли поправки в закон о СМИ. Репортаж с первого заседания весенней сессии Народного собрания. В самом начале заседания сессии депутаты единогласным решением отправили на доработку в профильный комитет проект закона об оружии и приступили к кадровым назначениям. Кандидатуру Дианы Пилия на должность судьи Конституционного суда представил постоянный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. На 2 вакантные должности судей Конституционного суда представили 3 кандидатуры. Одну кандидатуру президент представил на ваше рассмотрение. И еще на одну вакантную должность от блока оппозиционных сил поступило 2 кандидатуры. На сегодняшний день рассматриваем обе кандидатуры и из этих 2 кандидатур представим на ваше рассмотрение. Тайным голосованием при 25 голосах «за» и 2 «против» Диана Пилия избрана на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия. В работе парламента также принял участие президент Абхазии. Рауль Хаджиба пожелал удачи членам Конституционного суда и выразил надежду, что данный институт будет работать во благо Родины. Институт Абцара, институт ана инева авапсыра, адгалара артароп, винткарра ашикургулара. Яртароп яразакан ишахо алла. Я аллар алшом аймак айча. Абри институт зызгу абарт аусхо рейларгароп. Скуяна гойдерл шапхан. Ямш шасхот загирла аманшалара, загирла. Кандидатура Сидора Дочи на должность члена Центральной избирательной комиссии не получила поддержки со стороны парламентариев. Далее законопроект внесения изменений в закон о средствах массовой информации представил депутат Левон Галустян. Поправки в проект закона предварительно были обсуждены на нескольких заседаниях профильного комитета с привлечением экспертов. Они обязывают прежде всего электронные СМИ пройти соответствующую регистрацию в органах юстиции в течение 3 месяцев. Закон, принятый в 2004 году, естественно, не мог регламентировать всех сфер деятельности средств массовой информации, в частности, интернет-ресурсов. За это время, особенно в последние годы, естественно, всемирная паутина активно развивается, этот процесс не мог быть в стороне, от этого процесса не могла быть в стороне Абхазия.
Вот, и в последнее время появилось очень много интернет-ресурсов, которые никак не регулируются нашими органами власти. Предлагается все интернет-ресурсы, которые появляются или уже появились, мы обяжем их обязательно пройти перерегистрацию, регистрироваться в Министерстве юстиции, получать соответствующее свидетельство и начинать свою деятельность на территории республики. Законопроект о Красной книге Республики Абхазия единогласно был принят в первом чтении. По словам парламентариев, природа нуждается в защите. Именно поэтому инициатива ученых по разработке этого проекта очень своевременна. Отмечали депутаты и выразили надежду, что данный закон будет способствовать созданию других проектов по охране природы. Мне кажется, эта тема должна волновать всех депутатов, все комитеты, всех граждан Абхазии. Законопроект был подготовлен учеными. Вызвано это было тем, что, наряду с тем, что вообще Абхазия представляет из себя, как это раньше говорили, такую рефугию, уголок, где сосредоточены уникальные природные явления, эндемичные. Там, в одном Зыбском ущелье, если не ошибаюсь, там 70 растений, которые вообще нигде не произрастают, понимаете. Флора и фауна Абхазии нуждаются в защиту и в результате некоторых явлений так, техногенного, цивилизационного характера, все вы о них прекрасно знаете. Поэтому нам кажется, что вот эта инициатива ученых нужная. Проект закона о физической культуре и спорте также получил одобрение парламентариев. По словам представителей профильного комитета, подобного закона в Абхазии до сих пор нет. И именно он будет определять права и обязанности спортсменов. Тем не менее, законопроект необходимо доработать. Это, с одной стороны, и вопрос здоровья нации, с другой стороны, это педагогический законопроект, который, безусловно, будет влиять на занятость молодежи, их времяпровождение, досуг, ну не только молодежи, естественно, взрослых, и профессионального спорта и так далее, и так далее. Привлекались эксперты, спортсмены, бывшие спортсмены, действующие тренеры и так далее. Ну, нам кажется в комитете, что может быть закон какой-то несовершенный, потому что он первый, понимаете, до этого такого закона не было. Но нам кажется, что вполне достаточно с учетом замечаний, исправлений работы для принятия его во втором чтении. Парламент Абхазии внес изменения в закон о земельном кодексе. По словам депутатов, на этапе предпроектных работ необходимо будет провести археологическую экспертизу на предмет наличия культурных слоев на участке строительства. Большое обсуждение получил дополнительный вопрос повестки дня заседания сессии «Закон о государственном языке Республики Абхазия». В нем говорится, что все руководители государственных органов, а также депутаты должны владеть языком. Тем не менее, в законе о выборах это не прописано. И именно поэтому парламентарии считают, что этот проект необходимо доработать. Сария Смыр, Тимур Гуглохи, Абхазское телевидение. Сегодня известному абхазскому прозаику и поэту Терентию Чане исполнилось 80 лет. Указом президента за вклад в развитие абхазской художественной литературы Терентий Чане награжден орденом Афидз Апша 3-й степени. Сегодня же президент поздравил юбиляра. 80 лет – немалый возраст, но вы полны энергии. Я уверен, что еще много лет вы сможете передавать знания нашему народу, нашей молодежи, отметил Рауль Хаджимба, принимая поэта. Президент отметил большой вклад Терентия Чане, внесенный им в работу книжного издательства «Алашара», будучи его руководителем. Терентий Чане поблагодарил главу государства за прием и оказанное ему внимание. В Москве прошла встреча министра экономики Абхазии Эдгура Ардзенба с президентом Союза предпринимателей «Деловая Россия» Алексеем Репиком. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики Абхазии. В рамках встречи состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Абхазии и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». 200 комплектов обмундирования, приобретенные на средства государственного бюджета, поступили в распоряжение МЧС Республики Абхазия. Это стандартные комплекты спасателя, включая и утепленные варианты, предназначенные для использования в повседневной службе. По словам специалистов, обмундирование хорошего качества, выполнено из современных материалов и соответствует утвержденным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Наша юная соотечественница Валерия Адлиба участвует в популярном международном телевизионном проекте «Ты супер», который стартует в субботу на канале НТВ.
У детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов есть реальный шанс заявить о своем таланте на многомиллионную аудиторию. У Валерии большие планы. Какие именно, расскажет Нала Ковар. Привет, меня зовут Валерия Адлиба. Смотрите меня 11 февраля на сайте «Спутник Абхазии». Валерия Адлиба с детства увлекается музыкой, пением. Однако позаниматься с преподавателем вокала профессионально у Леры не было возможности. Талантливый ребенок признается, что ее огорчает тот факт, что на международном вокальном конкурсе Евровидения ее родина Абхазия не участвует. Она мечтает однажды попасть на этот конкурс и представить Абхазию. А пока Валерия Адлиба участвует в международном вокальном проекте «Ты супер», премьера которого состоится в субботу в 20:00 на российском телеканале НТВ. Лера оказалась в числе 92 талантливых детей от 7 до 18 лет, прошедших отборочный тур. Валерия сейчас находится в Москве, где полным ходом идет подготовка к выступлению. Самая первая песня, английская песня, которая называлась «Rolling in the Deep», которую поет английская певица Адель. Я выучила эту песню и показала учительнице. Учительнице очень понравилось, и потом в дальнейшем она мне стала подбирать разные песни. Я их пела на разных мероприятиях, на разных праздниках. И тогда мне самой нравилось петь, и понравилось, и я подумала, что я буду петь. Международный конкурс «Ты супер» — совместный проект НТВ, информационного агентства и радио «Спутник». По словам продюсеров проекта, к организации музыкального шоу привлечены профессионалы. Помимо прочего, за время участия в проекте у детей будет возможность посещать занятия в школах, то есть на учебном процессе и их успеваемости это никоим образом отразиться не должно. Судить международный проект будут певица Ёлка, композитор Игорь Крутой, музыкант Маргарита Суханкина. На всех этапах детей будут сопровождать законные представители, медицинский персонал, преподаватели и психологи. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Мы, жители Абхазии, можем поддержать юную участницу проекта НТВ «Ты супер», нашу соотечественницу Валерию Адлиба, которая была выбрана в ходе предварительных кастингов. В официальных аккаунтах агентства, в социальных сетях все желающие смогут отдать свой голос за понравившегося участника шоу. Нала Ковар, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь со снегом. Температура воздуха ночью плюс 2,4, днем плюс 4,6 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.